третья тема, которая была обозначена в пресс-релизе кремлевской пресс-службы, она на самом деле и выявляет истинную причину, которую не указано. Там есть такая фраза. Они говорили о важности 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией общей. И дальше фраза такая. И, естественно, ждут приезда президента Токаева в Москву на празднование 9 мая. Вот это слово «естественно», «ждут», она как-то немножечко меня сразу насторожила. Оно выглядит как стремление подтвердить, что бы там вы ни думали, вот из того, что произошло там на днях, какая-то там перепалка, ничего не должно измениться в отношениях между лидерами, между странами. У нас все хорошо и будет все хорошо. И Токаев, конечно же, приедет на эти празднования, что будет свидетельством нашего, что называется, нерушимого дружества, дружеского, так сказать, представления о единой победе. Я предположил, что даже если об этом не было сказано во время разговора, даже почти уверен, что вот так просто, вот, может быть, и не обсуждали выпад Лаврова. Но сам факт вот такого очень высшей степени лояльного тона разговора должен был подчеркнуть, что Москва понимает, что это, в общем, было, наверное, неловко, и что, наверное, в Казахстане могли немножечко, так сказать, не то чтобы обидеться, но стали сомневаться в истинности намерений Москвы по отношению к Астане, ее политике.